Духа Святого. Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого, нехай будут с вами усими. Podczas сьогоднішньої святої мши у нас некалькі падзей. Па-першае, падчас мши молюся за Андрея з нагоды дня народзінаў, просячы Божага благословения и ласкаў, здоровья души и тела, опеки Найсвятейшей Панны Марии. Так само в молитве верников памятая за Константина об светле Духа Святого на час экзаменов и Божьем благословении. Так само подчас сегодняшней мши наш кандидат на министранты, czyli вариант принял помжу и уже будя полноценным министрантом, прослуговуючим при алтари, а для этих молодых, которые розпочинають служение, будет знаком, як імкнуться и учиться служить не ксяндзу, не только людям, а самому Господу Пану. Так само подчас мши хочемо молиться за детей, які розпочинають свої канікули, просячи для вас, дети, как вы добро этот час провели, как вы добро отпочили на час каникулов, как так само Бог вам благословлял, и вы набирали отваги и познавали Бога у природе, при якой будете отпочивать, бо все это створено Богом. А для молоді і студентів, які здають екзамени, просим Святла Духа Святого, как поспехово сдали экзамены и так само, как поспехово могли выбрать свой шлях життєвий, своє покликання открыть згодно с волей Божией. Перепросим за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть эту Найсвятейшую ахвяру. Споведаемся Богу Всемогутному. И вам, братья и сестры, что сгрешу я вину, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся, Пане, змилуйся, Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся, Христе, змилуйся, Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся, Пане, змилуйся, Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. И на сердце зеро, Тебе благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Целуем Тебе, земля, Твоя, Пане Боже, хвала небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Иисус Христе. Gloria,
Пане Боже, Пане Божий, Сине Отця, який береш на собі гріхи світу, змилуйся над нами. Який береш на собі гріхи світу, прийми молитви наші. Який святиш права рушайся, змилуйся над нами. О, тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий Єсус Христе, з Духом Святим хвалі Бога Отця. Амен. Амен. І в серці зелено, Молимся. Боже ласкавый Ойче, Ты спасла на свет Своего Сына, Слово правды и Духа свячения, как открыть людям Твою дивосную таямницу. Ученикам мы, вызнаючи заправдную веру, спознали вечную хвалу Троицы и отдавали пошану одиному всемогутному Богу, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарить в едности Духа Святого, Бог разум все веки вечные. Читание книги Закона. В те дни Моисей, ставший с самой раницы, взошел на гору Синай, як загадал ему Пан, и взял в руки свои две каменные таблицы. И сошел Пан в облаку, и стал там поблизу его. И он обвестил имя Пана. И пришел Пан перед ним и воскликнул: Пан, Пан Бог, милосердный и литостивый, долготерпеливый и милостивый и правдивый. Моисей одразу упал на землю и поклонился Богу и сказал: «Коли я знайшов подобання в очах Твоих, Пане, то нехай пройде Пан серед нас, бо народ гэтый твердо карку. Даруй беззаконие наши, грехи наши, и зроби нас спадщиной Твоей». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Имя Твое, Пане, хвалебное возвеличено навеки. Имя Твое, Пане, хвалебное возвеличено навеки. Благословенный Ты, Пане, Бог отцов наших, Бог хвалы и возвеличенный навеки. Благословенный святой имя славы Твоей, хвалебный и возвеличенный навеки. Имя Твое, Пане, хвалебное и возвеличено навеки. Благословенный Дух Святый Твоей, святой славы, прославленный и возвеличенный навеки. Благословенный Ты на троне Твоего владычества, прославленный и возвеличенный навеки. Имя Твое, Пане,
Благословенний ти, який бачиш вибір, який сидиш на Херовіна, хвалебний возвеличений на веки. Благословенный ты на скрепении неба, хвалебный возвеличенный на веки. Имя Твое вами, хвалебное возвеличенное на веки. Читание другого послания святого апостола Павла до Коринфян. Браты, радуйтесь, будьте досконалыми, утешайтесь, будьте однодумцами, живите успокоенным, и Бог любови и миру будет с вами. Витайте один одного святым поцелунком. Витают вас усі святые. Ласка Пана Иисуса Христа и любовь Бога, и едность Духа Святого с усіми вами. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Слава Отцу и Сыну и Духу Святому, Богу, який єсть, який був і який приходить. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. А мы с вами. Читание Святого Евангелия по Иоанна. Бо так полюбил Бог свет, что отдал Сына Своего Единородного, как каждый, кто верит в Его, не загинул, а имел житие вечное. Бо не послал Бог Сына Своего у свет, как судить свет, але как свет был збавленный праз Его. Кто верит у Его, не буде осудженный, а кто не верит, той уже осудженный, тому что не поверил в имя Одинородного Сына Божьего. Это слово Пана. Так, дети, какую молитву мы знаем, которая прославляет Троицу Святую? Знаем какую молитву об Троице Святой? Кто из вас отважный, кто скажет какую молитву про Троицу Святую? Никто не ведает, а, например, мы про ее распочались, а ее там, то есть, типа, пройдем. Окей. Слава Отцу и Сыну и Духу Святому, як була справедливість і жизнь на веки веков. О, бачите, такая легкая молитва, вы что не видите, уже есть одна. Есть еще одна, якою мы распочали Святую Имшу. Это молитва. Да, знак крыжа лічиться так само молитвой, не ведаючи не розповедали. Это не только, что мы зробили знак крыжа и сказали, все, перекрестились. Мы уже помолились. А, такая короткая молитва, кто-то скажет, кто получает, это так коротко молились. Но принамсі, але знак крыжа лічиться так само молитвой. Мы уславляем Троицу Святую. И сегодня есть такая урочистая статина нам у костеле, как мы еще раз наново припомнили, на что нам дал Бог Троицу Святую. Чи ми її розуміємо? Чи я її розумію? Я її не розумію. Тому і вам тлумачити не буду, бо я не розумію. Що я вам буду тлумачити? Хоч я закончив 6 років теології, але зрозуміти Троицю, це як святий Августин, такий святий. Думав,
что там Троица Святая, какие поносить в голову свою, грыз с одной стороны, со второй, что хотел написать, что как кому себе помогчи, и не мог не сместить в своей голове. В полный момент все-таки замученный, уже после нескольких месяцев, может, навод готов, пошел на прогулку берегом мора. И шел так, и шел, і зустрів хлопчика, який викопав собі ямку. Не собі, але ямку викопав. І до этой ямки ведерком маленьким черпал с мора воду и переливал. И як думаете, ему удалось? Ну нет. Пришел Августин, поглядел на этого хлопчика, а той так крутко берега только запомнить эту яму, как лучше эту воду перелить с мора в эту ямку. И ни в какую. Августин говорит, а что ты робишь? Я переливаю мора в эту ямку, что выкопал. А Августин говорит, нема шанс, тебе это не удастся. Тады говорит история, что хлопчик поднял голову, поглядел на Августина и говорит, а ты хочешь Троицу зразуметь? Разумеется, незразумение. И комментаторы, которые комментуют эту историю, какая сталася, говорят так, что хлопчик еще раз сказал, а ведаешь что? Я там мора сюда не перелью у эту ямку, але можем зробить что-то доброе. Можем у гэтым морі поплавать. Так вот того, что нам дадзена Троица Святая. Как мы у нее могли окунуться, мы ее николи не зразумели. Не зразумеете Бога николи, за ничто. Нема махчимостей таких. Ян Дунц Шкот пише более-менее трактат о Святой Троице, и там звертая условия, увагу на такие речи. На те, что говорит, Бог есть любовь. Есть такая песня, Бог есть любовь. Пригожая песня. Короткая, канон, а не песня. Бог есть любовь. И на чем это опирая? Говорит, что коли Бог есть любовь, то он повинен кого-то кахать. А поскольку Бог исновал спратвеку, бо не было ни земли, ни людей, ни свету. Бог постоянно был. Не было такого места, часу, как Бога не было. И Он завсёды был, есть и будет. Ніколи не міня. Тоді він повинен був когось кохати. А самого себе це не любов. Ні. Тоді означає, Ян Душко пише, що повинна бути другая особа, до якої треба своє почуття перелити. Є другая особа, є любов. І в такий спосіб обосновав, що Бог не може бути один. Може бути в двох особах. Але іде ще далі. Але так само сапраўдная любов не проявляется у двух особах. Чему бо есть двое людей, то не повинны когось разом кохать. И тут повинна повстать третья особа, czyli тринитарность Бога. Три особы Божие. Пробачте, я сказал, понятие якое есть теологичное, лепей про них не говорить, это припомнил раз анекдот такой, что не висит человек на обрыве на двух пальцах, уже не может, снизу там смерть. Уже пальцы соскальзываются, проходит кто-то побач, говорит, поглядел, говорит, что там робишь, что ты висишь на пальцах на двух? Ты гляди осторожно, бо упадешь. Этот человек поднял голову, говорит, а ты хіба свята? А ты свята, откуда ты познал, что я свята? Вот ты говоришь речи, какие никому ничего не помогут. Нет, не приносят ничего. Ты бы вытянул руку и меня вытянул, да помог мне вывести. А ты только мне говоришь факты, какие есть. Так само, как и теологичными понятиями можно было бы только бросать, или что-то, я их вам не вытлумачу, и вы их так само не зразумеете. Тому послуговуюся Яном Шкодом, теологом. Його шмат він написав праці, а Троиці Найсвятейшої так само треба було її вчити у семінарії, але це тільки наука. Ведаєте, що найбільший професор теології можна написати найлепші трактати в Святой Троиці, але він її не може не розуміти. Може, звичайна жінка, яка копається в огороді, зрозуміти Троицю Святую, бо відкриє своє серце, чи любов, бо Бог є любов. Бог є любов. І тому є Бог Отець і Син, які кохають Духа Святого. Це як у нас, у дочиненні, наприклад, батьків. Батьки є, і у них є дитя, пробачте, класно. І захворіла так моцно, що нема рятунку ніде. Мимо того, что их были какие-то несчастья, какие-то недоговорки между собой,
Здесь там, може, один до того менше любові мели, та з взгляду на гэтае дзіця, якое захварэла, яны яго абдароўваюць разам любов'ю, а гэтым самым той любов'ю яднаюцца самі. Вось так ёсць, так дзейнічае Троіца Святая. Дакладна так, у такі спосаб. Бо калі яна не накіраваная на Пана Бога, то яна ідзе дзесьці міма. Ёсць мужик і жонка, і калі гэту лінію правесці, яна будзе накіравана на Бога, добры напрамак. Калі мы Бога ставім на першым месцу, а мужика на другім, або Бога на першым месцу, а жонку на другім. Але у здоровым комплексе любові гэтай. Бо калі хтосьці паставіць Бога на першым месцы і будзе толькі на Богу ўсяго, чаму? Бо калі я кахаю Бога, то Бог кахае мяне, гэта не такая любов. Бо ў трынітарнай любові любов накіравана на трэцюю асобу, на трэцюю асобу. І таму нам трэба гэтай трэцяй любові ўчыцца. Бо Бог ёсць любов, якія прыгожыя словы сёння прагучалі. Сёння у нас Мар'ян, знаете, 2 тыдні тому назад, так, прыняў першую святую камунію, а уже теперь сёння наложено на яго комжу святую. Хадзіў тут, служыў 2 годы, 3, час ад часу там сароміўся дзесьці, не прыходзіў, чагосьці баяўся, але учыўся. Прыходзіў на навукі, былі таксама навукі міністранцкія, сустракаліся мы ў пачатку года навучання зашмат, праз паўгода чуць больш цягнулі, потом я ўжо пачаў выязджаць, не было такіх магчымасцяў, але учыліся як тут служыць па праўнай літургіі, такой ватиканскай. Дакладна так мы ўсе туды учыліся. І знаю ўсе гэтыя паняцці, і ўсе гэтыя зразумення. І таксама захвочвання як бы прыкладам для гэтых маладых, і Тимофей, і Богдан. І Богдан разам іх таксама будуць прыглядацца, і таксама небавам, калі праучацца науку прыйдуць комжы. Але яшчэ для вас, хто яшчэ там сароміцца, можа, хацеў бы, калі ласка, запрашаем сюда да алтара, каб мы туды адтварылі супольнасць нашай службы літургічнай алтара. Бо служым так і я, не сабе, а служым для самого Пана Бога. І сёння мы хочам гэтую службу нашу запечатліць, каб сэрца было чыстае, бо прыня белую комжу, знак чысціні, знак умыслу, знак таго адданасці Пана Богу, чыстай адданасці Пана Бога. Ніякой выгоды з гэтага не шукаеш. Ну, правда, есть якаясьці выгода, бо не трэба сидіць, як тут сплюшчаныя, я там по одному можу сидіць на троне, што хто сидіць, хто так що касці надає, але так не хочеться таких речей, земських, то якийсь спосіб более-менее у такий спосіб будемо розвиватися. Добре, дякую великі, повстанням визнаємо нашу віру одного Бога, а і ця всього. Всякого бачного і небачного, єдиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого одиного, Зайця народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого і скорого, одиносудного Отцу, раз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова прийде у хвале, судить живых и померных, и Его володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Ана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророков. Веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых, и життя вечного в будущем свете. Аминь. Нехай подійде той, який хоче бути установленим міністрантом. Мар'ян. Питаю тебе, чи готовий ти любити Бога і для Його хвали прикладно виконувати свої обов'язки служби алтара? Чи обіцяєш, що своєю послугою
будзеш прычыняцца да будавання парафіяльнай супольнасці? Ці хочаш няспынна развіваць у сабе Божае жыццё і быць прыкладам для іншых у служэнні Хрысту і Яго касцёлу? Дзякуем Пану Богу. Божа, Ты стварыў чалавека. Просім, каб Мар'ян укленіўся на 2 колени и остался. Боже, Ты стварыў чалавека, каб Цябе пазнаў, любіў і верыў, і верна Табе служыў. По Тваёй волі Самуіл, вялікі прарок выбранага народа, падрыхтоўваўся да будучай місіі, служачы Табе з дзяцінства ў святыні, а Твой адзінародны Сын, наш Пан Езус Христус, які 12-гадовы юнак перегрымаваў да Єрусалимської святыні, каб разам са сваёй маці Марыяй і Євангелієм святым Юзапам скласці знак сваёй сыноўнай любові. Паглядзі ласкава на гэтага выбранага Табой юнака, які жадае служыць як міністрант у святых Твайго касцёла, адары яго ласкаю, жывой веры і любові, каб яго паслуга Табе падабалася і скіроўвала яго да Цябе. Успамагай яго, каб быў руплівым у служэнні пры алтары, каб быў добрым сынам, сумленным у навуцы, каб даваў добры прыклад сваім жыццём, як верны сведак Хрыста, які з Табой жыве і валадарыць на векі вечныя. Паўстанем. Мар'ян бярэ комжу. Дарагія сябры, цяпер будзе асвечаная комжа, якую праз хвілінку апранем у імя нашага Пана Езуса Хрыста, якому будзе служыць пры алтары як міністрант. Белы колер – гэта адзення, знак чысціні і нявіннасці душы. Прыпамінае нам аб тым, што мы няспынна павінны працаваць над сабою, каб быць з'яднанымі з Христом. Молімся. Пане Езу Христе, Ты прыняў нашу чалавечную натуру, просім Твою бесконцую милосердность, каб Ты пожадаў благословить гэтую новыя шаты, каб тыя, якія іх апрануліся ў Цябе і ўсім жыццём былі вернымі сведкамі Тваёй прысутнасці, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амин. Прымі комжу, няхай табе нагадвае чысціню душы, з якой ты павінен выконваць сваю службу. Просім бацька, каб апрануў комжу. Теперь, Марьяна, запрошаем ближей алтара, как служить. А мы повстанем, как вместе наши просьбы до нашего небесного Отца, який спаслал своего милованного Сына, и как мы имели соправдную едность с Христом. Молимся за святый Христовый костел, как в Евхаристии он черпал силы для духовного отражения. Тебя просим. За детей, які в этом году приняли першую святую коммунию, как они имкнулись жить у ласцы все свое життя. Тебе просим. За тих, кого Бог одарил ласкою покликания, как про свою связь с Христом и молитву, и они стали предвестниками нового життя. Тебе просим. Молимся в інтенцію, яку справує святую мшу за Андрея з нагоди Дня народзінаў, просячи Божого благословения, ласкавого здоровья души и тела, опеки Найсвятейшей Анны Марии для его и семьи. Тебе просим. Так само за Константина, об духовным, об світлі Духа Святого на час экзаменов и для всей молоді и студентов нашей парафии, как отважно развивали свои веды, а дякуючи им познавали Бога и прославляли Его. А для молоді, яка стоїть на
rozstaju swoich dróg, a w świetle Ducha Świętego wybory swojego poklикania. Ciebie proszę. Wysłuchaj nas, Panie. Dla dzieci, jakie rozpoczynają swoje kanikuły, aby ten czas był dla ich czasem błogosławionym, nadziei, a tak samo proszę dla ich zdrowia, Bożej opieki i potrzebnych łaskaw. Ciebie proszę. Wysłuchaj nas, Panie. За нас, удельников этой святой и мши, как удел сегодняшней урочистости похвалил нашу веру и едность с Христом, присутным в Наисвятейшем сакраменте. Тебя просим. Вислухай нас, Пане. Боже, один у Троицы, Ты оказываешь нам свою любовь, выслухай наши молитвы и учини, как наше житие згаджалося с визнаной верой враз Христа, Пана нашего. Святый, 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 святый. Святый, 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 Бога. Святый, 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 святый. Святый, 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 Бога. Закрываю я, руки взношу на Тебе, мой Бог, пойти, и замиру. Сердце открываю я, руки взношу на Тебе, мой Бог, пойти, и замиру. Молитесь, как мою и вашу Яхвяну, принял Бог, Отец Всемогутный. Дай вам Бог, приня окарусу Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Panie nasz Boże, my zwiertajem się do Ciebie i pokorno prosimy, a święci naszy jadary i prezgętую ofiarą czyni nas samych dla Ciebie wiecznych darach. Przez Chrysta Pana naszego. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Honoru sercymi. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты за единородным Твоим Сыном и Духом Святым, один Бог, один Пан, не про задейство особы, а не про задейство сутности особом Тройцы. А то, что мы, дякуючи Твоему открытию, верим и обчим, и об Твоей славе, без отрознения, вызнаем так само об Твоим Сыне и об Духу Святым. Таким чином, вызнаючи сапраўдное и вечное богоство, мы ушановуем три Божие особы одной сутности и ровной величи. Гэтую верить прославляют усе анёлы и архангелы, херувимы и серафимы, якія не перестают штоденно повторять в один голос воскликаючи. Святый, 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 Ангел всемогутный, небо и земля
вишиня, засахана вишиня, благословенный тот, кто приходит в имя Пана. Госанна, Госанна, Госанна на вишиня, Госанна на вишиня. Zaprawdy Boża Ty święty, krynicą wszelkiej świętości, temu ujedności z усім Kościołem u pierwszy dzień dnia, kiedy Jezus Chrystus uwaskrosi sławny apostoł Ducha Świętego oraz Chrysta, prosi Ciebie, Usiemałudny Boża. Oświeci krewnie dary rastoju Ducha Twojego, aby one stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom każdy. Wierzycie i jeszcie zgadzał się, bo to jest ciało moje, jako je za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom każdy. Wierzycie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie pralina dzienia odpuszczenia grzechów. Geta czynicie na moją pamięć. Geta wielka tajemnica wiery. Обещаете свою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и шагаем Твое присягание. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich spełnienia, dziękuję, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiejny po всем świecie, udoskonalał любовь razem z Papą naszym Lwom, biskupem naszym Józefem i всем duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які маснули надії на воскрешення і про всіх, хто власті Твоєї одійшов з этого світу, і дозволь йому бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебя, zmiłuj над нашими нами, как мы заслужили удел в życie wiecznym, ujedności z Najświętejszej Bogorодицей Panной Maryjnej, ze świętym Józefem, jej obrannikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, błogosławionym księdzem Bronisławem Markiewiczem i всеми świętymi, jakie z prawdziwego podawali się Tobie, aby z nimi my chwalili i prosławiali Ciebie, wraz Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Раз Христос Христови у Христе, Tobie Boża Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, wся poszana i chwała, razem ziemia i wieczny ja. Молимся на Отца Небесного, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdzie chwała Królestwa Twojego, будь воля Твоя, jak w niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего насущного
Panie, zbaw nas od всякого злого, дай ласкаво упокои дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, какой были за счет и вольны от греху, и закованы всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру Христола Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и верностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Ось порядок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру яблоною. Аминь. Как ты пришел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
спокойной душой отдаюся я Твоему, Твое имя зацеловать. Ты мой царь, Господа, Ты могучий благодать. Отдаюся я Твоему, Твое имя зацеловать. Радостный надея, и не будет сурова, пребывать в Твоей храме, Твое имя зацеловать. Иисуса имя, им свобода и Иисуса имя, Он ведет нас в исповедание от грехов. Иисуса имя, им свобода Иисуса имя, Он ведет нас в исповедание от грехов. Иисуса имя, им свобода Иисуса имя, Он ведет нас в исповедание от грехов. Иисуса имя, им свобода и Иисуса имя, Он ведет нас в исповедание от грехов. Иисуса имя, им свобода Иисуса имя, Он ведет нас в исповедание от грехов. Молимся. Пане наш Боже, сакрамент, який ми прийняли, вірувати на Бога в Святої і подільної Тройці, нехай принесуть нам спасіння душі і тіла, раз Христа Пана нашого. Об'яви. 3 червня у середу вспоминаємо святого Кароля, Уруанки, поплічників і мучеників.
5 в пятницу вспомнить святого Бонифация, бискупа и мученика. 4 червня, гэта четверг ближайший, урочистость Найсвятейшего тела и крови Христа. Святые имши у нас отбудутся тройчи, у 8, у 15 и у 19. Пасля святой имши у 19 годин, коли нам дозволить надворье, отбудется процессия Божьего тела у нашей парафии. У гэты дзень кожны мае абавязак удзельнічаць у святой імшы і паўстрымацца ад выканання неабавязковых прац. Гэта ў бліжэйшы чацверг урачыстасць. Ад 4 чэрвеня да 11 чэрвеня будзем трываць у актаве урачыстасці Божага цела пасля святых імшаў, будзе набажэнства і працэсія. 7 чэрвеня, гэта наступная нядзеля, адбудецца працэсія Божага цела вуліцамі Мінска. Пачатак у 9 гадзін на Залатой Горцы. З гэтага поводу святых імшаў, як штогод, у нас няма ні ў 9, ні ў 10:30, і ў 12 таксама святой імшы ў нашай парафіі няма. І не толькі ў нашай, але ў ўсіх парафіях горада Мінска і рэгіёну. А святая ямша першая адбудецца у 15, а другая у 19 для тых, хто не зможа прысутнічаць на Залатой Горцы у працэсіі. Ад нядзелі 7 чэрвеня і праз увесь перыяд летні, чэрвень, ліпень і жнівень, святой імшы дзіцячай о 12 гадзіне, на якой мы сёння уже завершаем наш год вучэбны, не будзе. Не прыходзім через 2 недзелі у 12 гадзін. Я ведаю, што яшчэ такія людзі з'явяцца, але так заўжды бывае, але з'явяцца і ад'явяцца. 6 чэрвеня у Буцлаве адбудзецца дзень дзіцяці. Кожны дзень нашай капліцы трывае адорацыя Пана Ісуса ў Найсвятейшым сакраменце. Дзякую за ахвяраванне на будову, за супольную індывідуальную малітву, за спеву праву літургічную, забірання капліцы тым, хто дзежурыў. Дзякую таксама спадару Александру Куліч за кашэнне тэрыторыі вакол капліцы і пляцу будовы. Памолімся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, за Андрэя, іменіны, юбілеі, хто чакае нарадзіў дзяцей, за моладзь і студэнтаў, якія здаюць свае экзамены, аб святле Духа Святого, як добрым выбары сваёй дарогі, за дзяцей, якія распачынаюць свой час канікулаў, адпачынку, аддаючы пад апеку Маці Божай, за дабрадзеяў перадаўцаў нашай парафіі, таксама новых дабрадзеяў кіраўніцтва санктуарыя Божай міласэрнасці, і за нас, даручаючы Божага паасобку апецы Маці Божай, тваёй абароне аддаёмся. Нашим потребам, не обожай молитву нашу, и от всякой злой приходы, выбавляй нас завсюду, Анна хвалебная и благословенная, упание наше, опекунка наша, утешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас появляй, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добра, што вы ёсць, што прыходзіць, будзеце. Прышлі ў касцель, аж на вуліцы пацеплела. Каб не прышлі, і добра. Лето было холодное. Так прынамсі трошкі загарым, апалімся, которая. Дзякую вялікі вам, што вы ёсць, прыходзьце, будзем разам маліцца. Припоминаю, што у нядзелю на імшы у 9 гадзін, это польская імша так званая, але з казаннем на беларускай мове таксама для тых, хто там хацеў раніцы хрысціць, або дзесьці потом планіруе на якіясьці выезды падчас канікулаў будзе па-беларуску казання Слова Божие. Поздравляем еще раз Марьяна, его бацькоў з нагоды того, что дослужился, который говорит, выслужил. Нехай развивается служба літургічнай міністрант, она развивается, мае свои стопни, такие как войску. Тут все отбывается постепенно, человек постоянно познает что-то новое, аж в полном моменте становится туда побач с ксяндзом и начинает перекидать эти картки, гэтага мшалу, эти книжки полезны, это министрант, который уже будет знать, адаптироваться в этой книге и будет ведать ксяндзу показывать, что это моя. И коли читать, как над этим не задумываться, как еще больше можно святую душу отправлять. Так это все отбывается. Примите Божие благословение. Пан з вами. Нехай вас благословляє Бог усемогутний Отець і Син і Дух Святий.
крови Христа. Набор не только до министранту, а и до Михаила. Конечно, уже давно можно там само записаться и выходит просто сразу записываться. Так, уже завеликие, нам потрібні маленькі крылышки, не вместится в каплице. Святый Архангел Михаил, Держи нас узлами, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Хочу спевать я за анёлами, песню пушную и пригожую. Так хочу спевать я за анёлами, песню пушную и пригожую. Так хочу спевать я за анёлами, песню пушную и пригожую. Так хочу спевать я за анёлами, песню пушную и пригожую. Славный, славный, славный есть Пан, свету Пан. 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 Все тебе, Пане, прославляем, все тебе, Пане, прославляем, все тебе, Пане, прославляем, хвалы полной песни. Все тебе, Пане, прославляем, все тебе, Пане, прославляем, все тебе, Пане, прославляем, хвалы полной песни. Славный, славный, славный есть Пан, свету Пан. 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 Нехай буде похвалено Правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похвален наисвятейший сакрамент. Правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похвален наисвятейший сакрамент. Правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Thank you.